Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24, и я рада приветствовать вас в нашем уже полюбившемся месте, где мы творим всегда красоту, с Евгенией Щукиной. Женя, здравствуй. Всем здравствуйте. А находимся мы в лавке мастеров Ева, владелицей которой является, собственно, Женя. Да? Женя, сегодня мы тоже будем что-то оригинальное, красивое, в общем, творить. Да? Расскажи, я знаю, что вы всегда опережаете тренды, да? Всегда впереди Мы делаем моды. тренды. Да. И сегодня у нас что будет? И расскажи немножко. Всех приветствую, наши любимые зрители. Сегодня мы с вами познакомимся еще с одной техникой гипс. Мы же ранее уже с тобой тоже делали гипс. Да, несколько раз. Да, несколько раз, когда мы только получили новую текстуру. Это самое наилучшее качество. И сейчас мы уже с ним работаем как на «ты», потому что уже профессионально профессионально, прямо, да? И уже мы перешли на новые уровни, когда мы уже начали работать с красителями. Это делать различную тоже, как палитру красок, получаем необычные оттенки, эксклюзивность, неповторимость изделия. Также я хочу отметить, что у нас всегда обновляем мы молды, чтобы было изделие уникальное, неповторимое. Как это называется бесконечные мастер-классы обучения и различных изделий. Ну, допустим, ты можешь к нам приходить хоть каждый день, у тебя будет всегда новые изделия какие-то, потому что у нас большое просто количество разных молд и форм, которые на любой вкус, на любой вкус и цвет, да. Потому что мы сами еще некоторые молды делаем, заливаем и эксклюзив делаем. Кстати, вот хотела это тоже отметить. Гипс какой-то у нас вот. Называется, да, умный гипс, потому что он ложится очень ровно по молду, распределяется без всяких пузырьков, без всяких различных, как сказать, впадин. Ну, он вообще идеально ровный. Без изъян, да, без всяких дефектов. Это на сегодняшний день самый лучший гипс, который есть, ну, вообще производят. Ну, и мы немножко тоже текстуру добавляем, мы тоже немножко химики тут, да, чтобы химичим, чтобы еще улучшить и сделать еще более качественные, да, изделия. Просто вот можно посмотреть, да, какие у нас изделия. Да, прям очень, очень гладкие. Вот как раз что ты сказала касаемо, это вот уже касаемо красок, да, что-то новенькое. Это уже вот, допустим, мы экспериментируем вот такие вот рисунки, да. Очень красиво. Спасибо. Все, мы начинаем замешивать гипс, да? Как мы сейчас будем стряпать оладушки гипсовые. Так, практически, да, как тесто. Так, мы здесь уже положили наш гипс, тут у нас ровно килограмм. Заливаем водичкой и замешиваем. Будем аккуратненько, да? Да. Мы, кстати, все на глаз делаем, да? Когда уже есть навык. Ну, глаз уже алмаз. Так, мы сейчас замешиваем наше гипсовое тесто, чтобы было без комочков, без изъянов, да, хотела сказать. Чтобы было без комочков. Текстура такая была ровненькая, как на блинчике, как на оладьи, да, вот между такой вот. Сразу запах такой. Да, тут кальцием пахнет. Да. Знаете, аромат такой, как раньше же было в деревнях, вот печку, да, когда ее побелят, и аромат вот этого известняка, вот этого кальция. Или когда берешь мел и по мокрой доске там пишешь вот этот запах. Короче, это кальций, да? Такой влажный. Вкусный, да? Мы, кстати, почему мы любим гипс? Потому что вообще очень вкусно пахнет. Так, ты захотела очень яркие оттенки, да? Розовые. Розовенький, да. Вот у тебя розовый. И давай сиреневый. Потому что это сочетаются цвета. Ну, они братья и сестры, да, хотела сказать. Еще можем какой-нибудь между ними добавить. Давай беленький, да? Давай, я тебе доверяю. Чтобы у нас получились вот такие полосы, мы сейчас убираем ложку. Ложка. И начинаем. Сразу сюда добавляется краска, да? Открывай. И вот так мы будем добавлять их по этим капельками. Смотри, как красиво, да? Вообще. По чуть-чуть, много не надо, потому что если мы переборщим, он будет слишком уже не тех оттенков. Так, у тебя розовый же, да? Хватит? Да.
Угу. И давай, знаешь, как сделаем? И вот в эти вот цветочки, которые получились, Угу. в них прямо добавим В беленький. серединочку, Ага. да? Мгм. Ну, можно так, в серединку, пускай так будет. На. Прям получается узор как Да. будто сохранится, да? Или как? Угу. 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 Так, теперь берем ложку и смотри, здесь делаем вот такую манипуляцию, да? Чуть-чуть вот так делаем, типа, как там, спираль. Ага. Ага, слегка. Вообще, да? Классно. Это как бы что-то типа зебры. Типа зебры, но не зебра. Ага. Ну, не зебра. Угу. Так, сильно не будем тут. Угу. И теперь мы начинаем заливать наши молды. Так. Давай. Вот ты ракушку же выбрала. Ага. Мгм. Теперь смотри, берешь Ага. и вот сюда аккуратненько заливаешь. Видишь уже, как пошел рисунок? Мгм. Видишь, Ага. как идет у нас вот такой вот Очень текстура красиво. она и Такой, получится. знаешь, типа мрамора, да? Да, под мрамор будет. Оказывается. Классно же, да? От Очень. этого зависит тоже, вот как ты ведешь струю, Так такой и будет. узор ляжет, да? Да, такой вот рисунок и будет. Красиво. Угу. Красота же. Я буду делать сейчас оранжевого цвета, потому что в последнее время у меня такая страсть появилась К к этому. яркости, да? К яркости, Ага. ага. У меня прям вот этот цвет сейчас импонирует. Интересно, прям тоже что получится. Да. Оранжевый цвет — это на самом деле цвет энергии, Мгм. цвет популярности, да? Солнце. Солнце, Мгм. энергия. Беленький, да? Да, беленький обязательно добавим. А когда мы заливаем, тут получается тоже текстура Ты, классно. очень красивая. Классно, да? Вообще. Вообще уникальность, да? Как бы это без повторов будет уже вот такое изделие. Даже, вот Даже здесь какой след да, красивый на тарелке смотрите. остался, да? Мгм. какое-то Вообще, волшебство, да? Вот да, сочетание цветов, очень. смотрите, уже можно... ну да, кстати, перемешалось еще Здесь зелёное. солнце, море, Мгм, да. зелень, земля. Ну, у нас пока стынет гипс. Уже, кстати, он уже, смотрите, уже Практически, тверденький да. стал. Ну, буквально где-то минут 20, да, необходимо для Да, подсыхания? так как он у нас умный гипс, он очень быстро застывает и уже полностью высыхает. Ага, И из-за этого преимущество вот этого гипса. ага. Ну и пока вот он подсыхал, Женя уже тут подготовила Второй следующий этап. Мгм. Да, это свечи. Да, мы сейчас будем делать декоративную свечу с ароматами и тоже со своим дизайном. Для этого нам потребуется вот такой фитилек. Мы берем вот такой плоский, деревянный, устанавливаем в держатель. Ага, и сейчас мы его будем здесь устанавливать на Серединку. основу, в серединку нашего кашпо. Кстати, вот кашпо вот тоже очень красивого оттенка получилось. Да, это как раз форма, которую заливала Женя. Да. Мгм. Ну и вот Очень. свечу, которую мы в предыдущий Ага. раз смотрели уже, да, обзор. Сейчас мы установим наш фитилек. Так, мы наш воск переместили вот в такой силиконовый да? контейнер, Ага. да, ну, он, да, гибкий. Ага. И как по центру, да? Да, по центру заливаем. Не надо обливать это, да. Ага, к центру заливаем, ага. Мгм. И сейчас мы еще добавим воска, чтобы у нас... Мгм. Доливаем до краев, ага. Вообще, да, как будто текстура такая тоже. Хочется попробовать, да, воск? Как будто, да, не воск, да? Как будто это не воск, ага. Сок какой-нибудь. Яблочный сок. Здесь, кстати, можно использовать разные вкусы. Мы, допустим, сейчас добавили вкус ванили. Ты же чувствуешь, да? Ванилью пахнет. Также можно разные вкусовые эти тоже делать. Ага. Пока у нас стынет, застывает наш воск, мы можем сделать небольшой декор. Также мы можем туда добавить какую-нибудь краску. Тоже красок. Ага. Мгм. Давай сделаем немножко... Давай. Мгм. Что-то у меня оранжевое настроение, да? Небольшие тоже? капельки, ага. Ага, можно, да? Можно только с одной стороны сделать. Мгм. Мгм.
Так как у нас воск кокосовый, он потом при застывании имеет белый цвет. Также у нас есть еще силиконовый воск, он прозрачный. Можно сочетать два цвета, на низ сделать белый воск, какие-то композиции там, да, и сверху залить прозрачный, это тоже красивые получается. Нашу краску мы немножко вот так перемешиваем тоже, чтобы шарики получились. Краска тоже, кстати, бывает разная. Сейчас я использовала краску для гипса. Из-за этого она, видишь, получилась шариками. Ну, она не всегда подходит, но можно ее как декор использовать, ну, для необычности. Когда она застынет, там будут такие как будто пузырьки, как бабблсы, да? Да, прикольно. Оранжевые. Так, и начинаем самый красивый процесс, это декор. Пока у нас свеча не застыла, мы начинаем ложить туда различные вот так сухоцветы. Сейчас мы эвкалипт сушеный ложим. Он прям внутри получается. Да, он внутри будет. Когда будет свеча гореть, там вот эти вот травушки будут появляться. Но желательно, чтобы наши травушки выходили наружу. Можно, кстати, еще эвкалипт вот так окунуть в воск, он потом красивый цвет получится. Так, тут потекло, да? Сразу излишки все убираем, чтобы у нас было все красиво. Так, смотри, давай вот цветочки ты можешь положить тоже. Листочки вот рядом, вот именно вот эту зону мы сейчас будем оформлять. Так. Чтобы сильно не тонули они, и она так застынет и будет. Ну, как красиво. Грация такая. Это у нас такой декор, пока стынет воск, да, называется. Когда у нас воск уже немножко подстынет, будет немножко твердоват, да, мы начнем еще декор делать, добавлять различные декоративные штуки, вот, допустим, полужемчуг, блестки, глиттер, да, чтобы украсить еще более вкусно, грациозно. Такое что-то в японском стиле. Да, как будто сакура такая. Да, очень красиво. Так, ну что ж, мы теперь ждем, когда у нас застынет наша свеча. И я думаю, что мы можем потихоньку приступить доставать наши гипсовым, да? изделия. Гипсовые изделия из молд, из форм. Это пускай у нас. Мы его сейчас собираем, чтобы он был в неподвижном состоянии. Наш гипс уже готов. Теперь мы можем доставать. Знаете, что самое интересное? Мы даже не знаем, что там получилось, потому что это полнейшая импровизация. Какой узор, что там, да? Мне кажется, там вселенная, да? Розовая вселенная. Очень красиво. Сейчас посмотрим, как выглядят женские вселенные. Так, ну что, мы распечатываем. Катюша, ты что? Давай посмелей, вытаскивай. У нас осталась последняя форма. Это вазочка. Катя, да, тебе доверим такую миссию, а ты уже тяни его молд. Давай, сейчас будет пук, и вон этот звук нужно снять, давай. Вообще красота, да, получилась? Еще внутри давай покажем, как внутри тоже получилась эта галактика. Это вот наши получились основы, мы сейчас их загрунтуем, можем немножко задекорировать, если хочешь, придадим такой бурлеск, да, немножко. Будем делать, да? Давай попробуем. Давай, Каждое изделие грунтуем. Это для прочности. И чтобы у нас в последующем, допустим, декор тоже хорошо наносился, ну, декоративные материалы. Мы сейчас... грунт, он сразу впитывается и высыхает молниеносно. Это такое покрытие защитное. И получается, сейчас мы будем работать с поталью. И вазочку сразу вот отсюда. Там нужно, чтобы подтеков не было. Так, здесь поменьше, я убираю. Вообще великолепно получилось. Очень красиво. Прямо
Мы никогда такие цвета еще не делали. Ну, не получалось у нас такие оттенки. То есть мы до этого даже не доходили. Да? Ага. Мы такие делаем более холодные оттенки. Тут такие теплые. Розовый такой, да, этот розовое настроение. Вообще очень. Такое вот вкусное, да, получилось? Да, Вообще. сладенькое такое. Вкус детства, да, тоже? Кислинкой. Да, кстати, в изделиях тоже может присутствовать вкус еды, да. Сейчас, наверное, сразу захотели кёрчик, да, сделать. Теперь мы берем тоже кисточку и начинаем наносить наш потальный клей. Клей, как мы нанесем, так и ляжет поталь. Так. Давай сделаем какой-то тоже узор. Не просто там этот ровный, да, а какой-то там мотив. Так, здесь можно вот так. Поталь это у нас золотинка, да? Это поталь, это да, вот как Такой на вот. фольгу похожа, но Ага. она более тонкая. Черепочек. Мы ее, как сказать, это наш лучший друг. Мы ее очень любим, потому что ей очень, она дополняет образ и делает более изделие дороже, ну, со Во. вкусом. Ага, видите? Да. Она очень-очень тоненькая. Давайте сейчас будем наносить. Здесь вот, где как клей у нас Лёг. лег, Туда, так да? и у нас установится, ляжет на наша поталь. Ага. Вот видите уже, да, как она поталь ложится там. Опа. Люблю это делать. Ага, кусочки мы можем положить, потому что они нам пригодятся. Можно поталь удалять пальчиками, также можно мягкой кисточкой. Ага. Кому как удобно. У каждого, кстати, тоже свой метод, способ. Кому как удобно. Нам, допустим, удобно на пальчиком так хоп-хоп, аккуратненько, не сильно втирая. Потому что если вы начнете втирать, то ваша поталь может, ну, как сказать, стереться, да, вместе с нашими движениями. Так, смотрите, вот так все потихоньку удаляем. Поталь бояться не нужно, она не кусается, да? Вот просто мы уже, смотрите, частично нанесли, уже как преобразуется наше изделие, да? Очень красиво же, да? Очень красиво. Давайте еще здесь добавим немножко розового фуксии. Опять мы берем клеюшек. И вот эти участки, где у нас проплешка, да? Сюда наносим клей. Опять же повторюсь, что где наносим клей, так там и ляжет наша поталь. Без клея поталь вообще не ложится. Так, давай здесь вот такую сделаем, как имитацию мрамора. Ага. Клей у нас универсальный Ага, для потали. универсальный, специальный для потали. Итак. Очень красиво, да, уже получается? И вот тут же начинаем вот так. По идее, можно взять уже тут кисточку мягкую. И так, наверное. И вот так удаляем наши излишки. Можно типа какую-то вот такую эту сделать. А здесь все зависит тоже от, ну, как повторюсь, от направления кисти клея. Как клей нанесем, так и будет рисунок. Когда ты творишь, творчеством, да, занимаешься, всегда в этот момент ты уходишь в какой-то такой астрал. Да. Где там, Погружаешься, да? Я всегда говорю, это творческий астрал. Там у тебя вообще все радужно так. Кстати, вот этот мастер-класс, он у нас, по идее, где-то в течение часу проходит. Ну, можно все сделать уже. Ну, успеть За час. за час. То есть любой желающий может подойти, прийти, да? В любое время В вообще. любое время здесь всегда вот, Есть мастера, которые проведут вам его, помогут, подскажут. и вы уйдете с красивыми изделиями. Да. Ну что может быть приятнее, Мгм. да?
Шикарно, да, получается? Произведение. Произведение целое. Да. И вот так, допустим, уже ставим, у нас готовый комплект уже. Мгм. Здорово. Смотрим и наслаждаемся, да? Так даже можно. Мгм. Да, и так можно. Красиво. Тебе нравится? Очень. Шикарно. Так, ага. Теперь наша свеча в таком состоянии полуподстывшем, да? Мгм. Ага, мы сейчас должны уложить сюда сухоцвет, который не уйдет в глубину, да? Ага, Не сверху подстынет. Да, будет. потому что наша она будет же белая. Ага, и здесь мы еще ложим сверху такие листочки. Это мы начинаем уже декор. Декор внешний. Мгм. Ложим наш эвкалипт. Тут некоторые еще листочки тонут, но ничего страшного. Они будут полуторчащие такие. Запах такой сразу. Ага. Эвкалипт, да, пошел? Эвкалипт. Ага, и наша поталька, которая разлетелась, мы ее сейчас тут тоже добавляем. Используем. Да, это золото. у нас. Делаем свечу на удачу, любовь и богатство. Да? Чтоб, если это у нас будет женская свеча, ну, мы сделаем женской энергией, да, его, пускай будет молодой человек там или мужчина с золотым сердцем, да? Ух ты. Это очень, да, классно, кстати. Или с золотыми руками, да? Ты интерпретировала Да. красиво. Потому что я знаю, что не Ух работает. ты, Ага. красиво. Вообще же красота, да? Это не просто у нас там свеча, да, а она именно с энергией вот этой. Еще немножко добавим розочек. Так, Вот они. да, вот листочки наши. Потому что у нас туда одна роза уже ушла внутрь. Она будет у нас при горении, когда, да, воск будет таять. Вот эта вся наша аппликация, красота будет, Да. таинственность, да, выходить. Мгм. Ух ты. Так, и немножко мы добавим еще металлизированные вот такие у нас есть декоративные, руда называется. Ну, это вот декоративные элементы. Немножко тоже добавим их. Ну, как бусинки, да? Они более как стеклышки. стразики. Стразики, Да? стеклышки. Ага. Ну, это тоже декоративный элемент. Ага. Немножко посыпем, но мы сейчас еще, когда более твердая поверхность у нас станет, мы еще немножко добавим. Уже это будет, который финишная прямая наша. Ну, вот как вот здесь, например, да? На Да, примере? вот на примере вот у нас тоже есть. Здесь нету какого-то определенного схемы или что-то, да. Здесь просто полностью ваш холст, где вы рисуете, что хотите, полностью на ваше воображение. Здесь нельзя что-то сделать, ну, как сказать, пересорт какой-то, да, сделать, переборщить. Переборщить тут невозможно. Ну, хотя все равно сильно не борщите, да. Давайте жемчужину немножко добавим тоже. Типа, женщина же тоже жемчуг такой, да. Можно, да, один жемчуг у нас ушел, да, до дна. Так, местами чисто этот. Уже такое, да, что-то загадочное получилось, Да. нежное, женственное, действительно, да. Ага. Ну, Красота. так. И свеча у нас, в принципе, уже Свеча готова. у нас И готова. До конца просто нужно будет уже Она, когда уже застыть, застынет, да? мы еще немножко доделаем небольшой декор и все. И также мы можем сейчас оформить нашу вот вазочку сухоцветами. Да, вот как я показывала, да, примерно. Да, вот допустим, что-то. эвкалипт сухой. Сейчас Да. я принесу еще. Очень красиво. Сухоцветы, кстати, сейчас очень популярны, модны. Если Женя говорила, что за час приходит сделать какое-то одно определенное изделие, да, здесь у нас получилось аж несколько штук, да, и мы управились, благодаря умелым рукам профессиональным Жени, да, такая красота вот получилась, и свечи, и гипсовые изделия, да, это подставочки у нас, вазочки. На любой В общем, вкус и цвет да. можно выбрать форму любую. Ага. Ну, по желанию можете вы выбрать вообще любую форму. У нас есть и вазы, и тарелки, и различные даже блюдца, разновидные. У нас даже есть молды для посуды. Да, чего только нет здесь. Так что можно на выбор.
Просто у нас Катюша выбрала вот такой вот лаконичный для украшений, да, ты будешь использовать блюдца. Также, кстати, их можно положить в ванной комнате, да, сюда что-то складывать. Даже можно как мыльницу использовать. Да, кстати, тоже подумала Они об вот этом. эти вот, кстати, очень модные сейчас трендовые вот с пупырышками, да, полукруги, да, вот эти. Наверное, видели, да, сейчас этот тренд у нас завирусился так. И вот эта форма, она универсальная. Я говорю, что ее можно вообще везде использовать. Как на кухне, так же и в ванной комнате, так же и в спальне, да, своей. Я, допустим, украшения ложу в такие формы. Не валяется там, да, положил, хоп, все. Да. Все Ну, и лаконично. украсит, да, и украсит ваш интерьер, добавит Да. каких-то таких ярких деталей, да? И, кстати, самое главное, что это сделано с душой и своими руками. Да. Я очень счастлива, конечно, наконец-то дождалась того времени, когда ручной труд — это уже ценность, потому что это вложено время, а время у нас как это невосполнимый ресурс, и это, мне кажется, намного ценнее и богаче и лучше, да, и в одном еще экземпляре сделано, как Да, бы в единственном. Эксклюзив. эксклюзив, прям полнейший, Да. полный. Жень, тебе огромное спасибо. Ждем с нетерпением с тобой встречи. Что-то новенькое ты нам покажешь, как всегда, я думаю. И ждем приглашения к тебе уже домой. Женя нам давно обещала показать историю со штукатуркой, которая, ну, будет полезна, наверное, многим. Ну да, это... Там есть свои секретики. Да, но это уже будет отдельная такая прям на 2 передачи, да, на 3, на год. Всегда рады с тобой встречаться, что-то делать, творить, ну и поднимать настроение не только себе и нашим зрителям. Я люблю, когда вы нас посещаете, приходите к нам в гости. Это тоже для нас очень важно. Любим показывать свои новые методы, способы, потому что у каждого мастера всегда своя методика. Да. И мы тоже вот это что-то преобразуем, когда что-то открываем, мы хотим это тоже максимально показать, поделиться, чтобы наши творческие корни тоже ушли в народ. Да, и вот это здорово, делиться Да. своим опытом. Ну, мы вообще рады вас всех видеть и приветствовать в нашей мастерской. Приходите, вдохновляйтесь, творите. Мы вас всех ждем. Всем спасибо. Всем до встречи, До встречи. увидимся. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.